С рабочим визитом в Крыму побывал богослов, доктор философских наук и учредитель Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин, прославившийся в России и за ее пределами как православный священнослужитель, принявший в 1999 году ислам и взявший мусульманское имя Али. В ходе встреч Али Вячеслав Полосин посетил Духовное управление мусульман Крыма и встретился с духовным лидером мусульман Хаджи Мирали Аблаевым. Нужно сейчас сообща всем миром стараться находить на договорной основе общие решения. И я рад, что уважаемый муфтий Мирали Бей, что он в этом очень все это правильно понимает и очень правильно учит людей. Я вообще считаю, муфти – это духовный пастырь крымско-татарского народа. От него не нужно ждать каких-то политических заявлений. Он не политик, не депутат, не лидер партии. Вот. Его цель – это сбережение своего народа. Вот. И, на мой взгляд, Эмир Али Бей, он по этому пути идет, и пусть Аллах ему поможет. Во время пребывания в Крыму Али Вячеслав Полосин также принял участие в практическом семинаре в рамках Международной исламской миссии и прочел участникам форума лекции на актуальные темы – гражданские права и обязанности мусульман. А для преподавателей исламских знаний при Духовном управлении мусульман Крыма были организованы и проведены интересные развивающие семинары и беседы. Меня пригласила Международная исламская миссия на семинар выступить с докладом на тему гражданские права и обязанности мусульман в Российской Федерации. Я помимо этого хочу, конечно, затронуть и тему межрелигиозного диалога, межрелигиозных отношений, поскольку эта тема сегодня очень важная. Надеюсь поделиться своим опытом с нашими крымскими братьями. И если что-то окажется полезным, то буду очень рад. Али Вячеслав Полосин, он интересен тем, что кроме всего остального, всех его ученых степеней и остального, он интересен тем, что он был христианином. И он был не только христианином, он был проповедником христианства. И он в поисках нашел ислам, пришел к исламу и сегодня является проповедником ислама. Он написал очень много книг, в которых он описал ислам глазами бывшего немусульманина и как он к этому пришел. Он очень четко описывает свой путь, как он к этому пришел, саму философскую подоплеку всего этого. И, конечно же, все наши имамы, я не думаю, что кто-то из них был такой, кто не знал Полосина. Все они о нем слышали, наверняка все они читали его книги, и непосредственно познакомиться с таким человеком доставило очень большое удовольствие, очень большие, хорошие отзывы. Они, даже когда мы приглашали имамов и говорили, что приедет Али Вячеслав, мы видели радость в их глазах. То есть все-таки с этой личностью познакомиться, это, наверное, каждый мусульманин хотел бы. Али Вячеслав Полосин не оставил равнодушным никого в нашем регионе, наверное, своей деятельностью, своими книгами. На интересующий всех вопрос, почему вы приняли ислам, Али Полосин признается, что ислам привлек его своим большим рационализмом и что именно в этой религии он смог найти ответы на свои вопросы, которых не нашел в ортодоксальном христианстве. Однако его выбор никоим образом не является призывом для людей других вероисповеданий, отметил богослов. У меня были определенные сомнения внутренние в христианской вере, в ее определенных ритуалах, таинствах. Но окончательно решение принять ислам у меня возникло после ознакомления со священным Кораном. Когда мне удалось прочитать уже такие более-менее понятные переводы и тафсиры к нему на русском языке. После этого я принял для себя Коран как слово Всевышнего, которое продолжает и завершает цепь откровений, которые входят в Библию. То есть Коран для меня стал завершающей книгой, предшествующей Библии. Что касается людей Писания, христиан, иудеев, то здесь формула очень простая. Если христианин или иудей сам интересуется нашей религией и просит дать ему информацию, безусловно, мы обязаны дать как можно более правильно, достоверно ему, доходчиво, чтобы он понял. Если из этого он сделает вывод, чтобы прийти к исламу,
Это его право, его свобода, мы будем радоваться этому, его поздравим, но специальной цели его отвратить от той веры, которая у него, чтобы переманить свою, у нас быть не должно, потому что это путь очень опасный, при котором он может оттуда уйти, а сюда не прийти. Вот. И тогда он вообще умрет безбожниками и попадет в ад уже наверняка. Посетить Крым и ознакомиться с достопримечательностями полуострова богослов планирует в октябре месяце по приезду на запланированную Духовным правлением мусульман Крыма конференцию, посвященную возрождению исламского образования в Крыму.